Дитя мое, я знаю, что ты занят своей работой. У тебя нет времени слушать меня в течение дня, но сегодня я прошу тебя уделить мне всего 15 минут своей жизни. Послание, которое я собираюсь передать, заключается в том, что одно такое событие в твоей жизни окажется чудесным, и ты почувствуешь, что моя молитва была услышана Богом. И если вы не верите этим моим посланиям или не верите мне тоже, все равно уделите сегодня всего 15 минут и послушайте, пожалуйста. Бог говорит вам: не бойтесь ничего, что встретится на вашем пути, ибо я дам вам силу и мудрость, чтобы преодолеть все препятствия. У меня есть для тебя планы, которые намного больше, чем ты можешь себе представить, поэтому отпусти свои страхи и доверься мне, ибо я способен сделать больше, чем ты можешь просить или думать. Просто верьте в меня, опирайтесь на меня и следуйте моему примеру. Об остальном я позабочусь, как в этом видео. Подпишитесь на канал Дом Бога, если вы еще не подписаны, и оставьте свой лайк, чтобы укрепить свою связь с чудесами и посланиями, которые вам предназначены. Если вы верите в Бога, у вас есть предназначение в этом мире. Вам есть что дать, чего не может дать никто другой. Не позволяйте страху или неуверенности в себе остановить вас на пути к осуществлению вашей мечты. Бог наделил вас дарами, чтобы вы использовали их во славу Его и на благо других. Страх часто возникает, когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни. Бог всегда даст нам силы, необходимые для преодоления страха, но Он не может сделать это за нас. Мы должны просить у Него руководства и мудрости, а затем действовать в соответствии с Его ответами. Мы также должны помнить, что Бог все устраивает во благо. Если мы доверяем Ему, то все, что происходит в нашей жизни, может принести Ему славу, если мы позволим Ему действовать через это. Никогда не забывайте, что Иисус любит вас больше, чем кто-либо другой. Нет ничего плохого в том, чтобы верить в себя, пока вы знаете, кто вы есть, Дитя Божие, которое, безусловно, любимо Царем Царей. Вы любимы безмерно, вы важны и особенны. У меня большие планы на твою жизнь, и я не позволю ничему помешать мне осуществить их. Я никогда не оставлю тебя и не покину, что бы ни случилось в твоей или моей жизни. Ты можешь доверять мне, потому что я надежен и безотказен, всегда выполняю свои обещания и люблю тебя беззаветно, чтобы ты не натворил и как бы далеко от меня не забрел. Я ваш Отец, и я люблю вас, возлюбленные дети. Я знаю, что такое быть отцом, я знаю, как радостно воспитывать детей, как они растут и превращаются в прекрасных взрослых. Гордость, которую испытываешь, видя, как они добиваются того, о чем ты и не мечтал. Но я также знаю боль потери детей. Я видел, как многие из моих детей впали в грех и отвернулись от меня. Они отвернулись от меня и предпочли грех мне. Они отвернулись от Божьего плана для своей жизни и теперь живут во тьме, бегая от Божьего света, как от чумы. Если ты покаешься в своих грехах и обратишься ко мне, я прощу тебя. Я знаю, что иногда это бывает трудно, особенно когда кажется, что все вокруг нас рушится, но помните об этом, у Бога есть план для каждого из нас, и Он никогда не оставит нас и не покинет.
Поэтому, что бы ни происходило в жизни, помните, что Он любит нас беззаветно и никогда не оставит, какой бы мрачной ни казалась ситуация в данный момент. А пока продолжайте уповать только на Него, будьте терпеливы к себе и другим, усердно молитесь, ежедневно читайте Его Слово и помните, что во всем Бог действует во благо любящим Его. И прежде всего помните, что если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправды. Когда вы чувствуете себя одиноким, Божья любовь часто является тем, что может вывести нас из этой тьмы. Он знает, каково это – быть разлученным с Ним, и поэтому сострадает нам, когда мы чувствуем то же самое. Дайте себе время отдышаться и поразмыслить над истинной Божьей любви к вам. Когда вы начнете испытывать сомнения или страх, вспомните, что Бог любит вас без всяких условий и всегда желает вам добра. Я знаю, что это не то, что вы хотите услышать. У вас болит сердце, и я здесь ради вас. Я слышал ваши крики и чувствовал всю тяжесть того, что вы несете на своих плечах. Вам кажется, что Бог оставил вас. Вы запутались в том, почему в вашей жизни ничего не происходит так, как должно быть, и иногда вам хочется все бросить. Но Бог по-прежнему рядом с вами, держит вас за руку и шепчет вам на ухо слова ободрения. Напишите имена тех, кого вы хотите отдать Богу прямо сейчас, и почувствуйте, как Бог принимает их со всей своей любовью, и вы тоже. Он знает, каково это – быть оставленным самыми близкими людьми, поэтому Он не хочет, чтобы и вы чувствовали себя одинокими в этой борьбе. Он никогда не оставит и не покинет вас, как бы далеко от Него вы не чувствовали себя сейчас, и как бы ни казалось, что Он оставил вас. Напечатайте свои желания, потому что ваше чудо произойдет. Не бойтесь. Я даю вам эти указания, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком. Я говорю вам, не бойтесь. Я даю вам эти указания, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с еще большим избытком. Я дал вам все необходимое, следуйте за мной, и я покажу вам, как использовать эти дары во славу моего имени. Ваши дары – это благословение от Бога, это не просто таланты, а таланты, которые Бог дал вам для того, чтобы вы могли служить другим во имя Его. Чем больше времени и усилий вы вкладываете в развитие своих даров, тем более плодотворными они будут. Если вы любите кого-то, скажите ему об этом. Если Бог благословил вас каким-то даром, поделитесь им с другими. Вы не обязаны быть совершенным в чем-то или даже хорошим в чем-то, но если Бог дал вам этот дар, то Он хочет, чтобы вы поделились им с другими. Пришло время перестать откладывать и начать жить той жизнью, которая вам предназначена. Я дал вам все инструменты и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Теперь дело за тем, чтобы вы ими воспользовались. Не бойтесь неудач, а примите их как опыт, который поможет вам достичь успеха. Бог говорит, на этой неделе найдите время и подумайте, что мешает вам сделать свою жизнь значимой для чего-то большего, чем вы сами, а затем найдите способы преодолеть эти препятствия, чтобы начать двигаться вперед в направлении своей мечты. Если вы сейчас что-то переживаете, если вы в самом разгаре, ничего страшного. Я здесь с вами,
и я проведу вас через это. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, у меня есть план для вашей жизни. Я знаю, через что вы проходите, но не волнуйтесь и не бойтесь, потому что я всегда с вами. Не бойтесь, потому что я с вами. Сегодня Бог говорит с вами по-новому. Он говорит о том, что пришло время войти в свое предназначение и прожить свою жизнь с новым уровнем страсти и воодушевления. Пришло время сделать следующий шаг на пути к величию. Это день, который создал Бог, мы будем радоваться и веселиться в нем. Не бойтесь, я здесь, чтобы помочь вам. Я – источник вашей силы, мужества и покоя. Моя любовь к вам никогда не изменится. Ваши родные и друзья любят вас, но они не могут сделать того, что могу сделать я. Ваше сердце колотится, потому что вы боитесь потерять контроль над своей жизнью. Вам не нужно беспокоиться, потому что я все контролирую. Вы можете чувствовать себя неудачником в жизни, потому что сейчас все идет не так, как хотелось бы, но помните, что я знаю, что лучше для вашей жизни. Возможно, вам захочется все бросить, потому что все идет не по плану, но не сдавайтесь, ведь впереди еще есть надежда на лучшие дни. Мои планы на твою жизнь превосходят все планы, которые строили для нее другие, поэтому не теряй надежды и веры в меня и мое слово. Я Господь, Бог твой, нет у тебя других богов пред лицем моим. Я Господь, Бог твой, не делай себе никакого изображения и никакого подобия того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Я Господь, Бог твой, не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без вины того, кто произносит имя Его напрасно. Я Господь, Бог твой, помни день субботний, чтобы светить его. Я Господь, Бог твой, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Я Господь, Бог твой, не убивай. Сегодня Бог говорит вам: не бойтесь, я с вами. Я знаю, что вы обеспокоены и удручены тем, что происходит в вашей жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что я всегда рядом с вами. Я говорю это не просто потому, что это хорошо звучит, или потому, что это то, что люди хотят услышать, это потому, что это правда. Вы можете рассчитывать на меня. Будут времена, когда вам захочется сдаться, но не сдавайтесь, продолжайте идти вперед, пока мы не добьемся своего. Не позволяй ничему остановить тебя, дитя мое. Тебе может казаться, что все идет не так, как надо, но не переживай. Все будет хорошо, если ты будешь верить в меня и делать то, о чем я тебя прошу. Но если вы сдадитесь или решите больше не верить в меня, то ничего не получится. Тебе может казаться, что никто не понимает, как тебе сейчас тяжело, но не переживай и об этом, потому что я понимаю все, что касается тебя, даже то, о чем никто еще не знает. И даже когда они кажутся такими трудными. Сегодня Бог говорит вам, что пришло время отпустить свое прошлое, что вы держались за то, что больше не предназначено для вашей жизни. Причина этого в том, что вы не хотите двигаться вперед в своей жизни и боитесь того, что произойдет, если вы отпустите прошлое. Но если вы будете продолжать держаться за прошлое,
то оно будет удерживать вас от того, чтобы испытать все, что Бог приготовил для вас. Сегодня Бог хочет, чтобы вы знали, что Он с вами во всех жизненных взлетах и падениях, в хорошие и плохие времена. Он всегда с вами. Пришло время довериться Ему во всем, что происходит в вашей жизни, будь то хорошее или плохое, что бы ни случилось. Когда кажется, что ничего не происходит, просто знайте, что Бог поможет повернуть все к Своей славе. Сегодня Бог говорит, что все происходит не просто так, даже плохое. Может показаться, что это не так, но из каждой жизненной ситуации всегда выходит что-то хорошее, даже если на первый взгляд мы этого не видим. Поэтому доверьтесь Богу и знайте, что Он никогда не оставит вас. Вы уже не тот человек, который был вчера. Я дал вам новое помазание, которое поможет вам преодолеть испытания и скорби. Возможно, в прошлом вы были ранены, но Бог исцелил вас от этих ран. Его любовь к вам сильнее любой боли, которая когда-либо приходила в вашу жизнь. Бог дал вам новое видение вашей жизни, и настало время начать видеть в своем сознании то, что Он хочет сделать через вас. И если в вашем сердце есть мечта или видение, которые кажутся невыполнимыми, Бог говорит, что Он даст вам их, потому что Он хочет счастья для вас и вашей семьи. Бог говорит, что Он хочет использовать каждого из нас как почетный сосуд в Своем Царстве. Мы не созданы для того, чтобы прятаться по углам и ничего не делать. У нас есть предназначение. Не позволяйте окружающему миру втиснуть вас в свою форму, но позвольте Богу переделать ваш разум изнутри, чтобы вы могли на деле доказать, что Божий план для вашей жизни хорош, отвечает всем требованиям Его славной благости, эффективен и совершенен. Вы уникальное творение, вы созданы Богом с целью, судьбой и миссией. Вы особенны и не похожи на других людей. В этом мире нет никого, кто был бы похож на вас. Поэтому не сравнивайте себя ни с кем, потому что никто не сможет сделать то, что вы делаете, лучше, чем вы сами. Бог дал каждому человеку что-то свое, поэтому мы должны научиться развивать свои дары и таланты для Его славы, а не для собственных эгоистических желаний. Мы должны позволить Ему работать через нас, не только для нас, но и через нас. Давайте перестанем пытаться быть кем-то другим или делать что-то другое только потому, что это хорошо выглядит на бумаге или звучит хорошо в теории, а будем ежедневно следовать Его голосу, который ведет нас к исполнению нашего призвания. Бог встретит вас в долине отчаяния и поднимет на орлиных крыльях, неся через бурные воды жизни. Я с вами во все дни до скончания века. Ты, сын мой возлюбленный, тобою я доволен. Я дал тебе власть над всеми силами врага, и ничто не повредит тебе. Моей благодати достаточно для тебя, ибо сила моя совершается в немощи. Я дам вам покой, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое легко, и бремя мое легко. Я всегда с вами. Я знаю планы, которые у меня есть для вас. Планы процветать и не вредить вам, планы дать вам надежду на будущее. Мое присутствие будет для вас утешением в трудные времена. Господь – моя скала, моя крепость, мой избавитель, мой Бог, моя сила, на которого я буду уповать,
Он помогает мне побеждать. У Него есть план и цель для вашей жизни. Он будет вести вас, защищать и любить вас. Вы можете довериться Ему всем сердцем, потому что Он любит вас без всяких условий. Смотрите это послание, продолжайте, ваше чудо произойдет. Бог хочет говорить с вами сегодня. Он хочет дать вам представление о том, что Он запланировал для вашего будущего. Вы можете почувствовать себя потерянным или растерянным в том, как Его план согласуется с вашим, но это только потому, что у Него есть для вас нечто лучшее, чем все, что вы могли бы себе представить. Спасибо. Бог знает, как трудно нам иногда доверять Ему, поэтому Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, умереть на кресте за наши грехи, чтобы мы могли снова иметь отношения с Ним и знать, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Его любовь. Но Он решил любить нас за то, кто Он есть, а не за то, что мы делаем или не делаем. Бог хочет, чтобы мы все были спасены от наших грехов, чтобы мы могли жить с Ним вечно на небесах. И если мы решим принять Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, уверовав в Него и попросив Его в нашем сердце сегодня, Бог хочет, чтобы вы знали, что у Него есть план для вашей жизни. Возможно, вы еще не знаете, что это за план, но однажды вы его узнаете. Он хочет, чтобы вы знали, что Он знает, через что вы сейчас проходите, и Он тоже через это проходил. Он знает, каково это, когда на тебя давит груз этого мира, но Он также знает, как снять этот груз с твоих плеч. Бог любит вас такими, какие вы есть, но Он не хочет, чтобы вы оставались на том же месте, где находитесь сейчас. Он хочет, чтобы вы выросли в зрелость как Дитя Божие и стали подобны Иисусу Христу. Он желает, чтобы все мы соответствовали Его образу через Его Слово внутри нас и через нас. Это позволит нам стать полезными орудиями в Его руках, исполняющими Его волю на земле так, как она исполняется на небе. Для такого преображения нам необходимо изменить свой образ мыслей, отказавшись от эгоистического мышления и сообразуясь с его перспективой, вместо того, чтобы жить в эгоцентрических заботах смертных, для которых насущные потребности и желания важнее заботы о других. Сегодня я выражаю желание благословить вас своим присутствием и любовью. Мое намерение – подарить вам радость от осознания того, что я всегда рядом с вами и дарую вам мир, превосходящий разумение. Я стремлюсь наделить вас мудростью и проницательностью, чтобы направлять вас на принятие мудрых жизненных решений. Проще говоря, я хочу осыпать вас благословениями, если вы открыты для их получения. Я желаю благословить вас здоровьем, счастьем и процветанием, чтобы ваши повседневные нужды удовлетворялись без проблем. Моя цель – наполнить ваше сердце любовью до такой степени, чтобы она переполняла его и обогащала жизнь тех, кто в ней нуждается. Знайте, что моя любовь к вам непоколебима и безгранична, на нее не влияют ошибки и неудачи. Моя любовь к вам неизменна, независимо от того, насколько вы отдалены от меня в тот или иной момент. Она преодолевает любые трудности и испытания, которые преподносит жизнь. Моя любовь подобна теплому, защитному одеялу, укрывающему вас от жизненных невзгод. Она превосходит все, с чем вы можете столкнуться. Я Господь, Бог твой, тот, кто вывел тебя из Египта, из горнила несчастий.
Я требую, чтобы вы не признавали других богов помимо меня, не кланялись и не служили им. Я Бог-ревнитель, и потомки ненавидящих меня будут отвечать за свои беззакония в течение многих поколений. Но я милостив к тем, кто любит меня и следует моим заповедям. Запрещается создавать резные изображения или подобия небесных, земных или водных существ и поклоняться им. Еще раз подчеркиваю, что я Бог-ревнитель, возлагающий грехи отцов на их потомков в течение нескольких поколений, но милостивый к тысячам, любящим меня и соблюдающим мои заповеди. Сегодняшний день предвещает новые начинания, надежду и любовь. Испытывать страх вполне допустимо, это естественная часть жизни, и ее можно преодолеть. Подумайте о том, что страх до сих пор сохранял вашу жизнь, он не во всем губителен. Поймите, что вы не виноваты, если что-то отклоняется от ваших планов или люди относятся к вам несправедливо. Человеку свойственны недостатки, а их несовершенство не позволяет всему идти идеально без моего вмешательства. Поэтому любой хаос в их жизни – это косвенная моя вина за то, что я не вмешался раньше. Я Бог возможностей, открывающий двери и дарующий благосклонность в ваших начинаниях. Я Бог чудес, способный совершить невозможное в вашей жизни и превратить, казалось бы, безнадежные ситуации в благоприятные исходы. Я Бог провидения, обеспечивающий удовлетворение ваших потребностей в соответствии с моими богатыми ресурсами. Будьте уверены, я Бог защиты. Под моим попечением вам не грозит никакая опасность. Я Бог мира, дарующий мир, превосходящий разумение, приносящий спокойствие в ваш ум и сердце через моего Сына. У Бога есть важные планы на вашу жизнь. Он понимает ваши трудности и сопровождает вас на каждом шагу. Его любовь к вам непоколебима, и Его желание – видеть вас счастливым и здоровым. Божье присутствие – постоянный спутник даже в трудные времена, хотя Его не всегда можно почувствовать или увидеть. Он никогда не оставляет нас, нам нужно лишь обратиться к Нему за помощью. Если в вашей жизни есть аспекты, требующие перемен, то сейчас самое время принять более позитивный настрой и двигаться вперед, не зацикливаясь на прошлом. Бог хочет, чтобы вы больше верили в себя, чтобы вы могли достичь своих целей и мечт. Пришло время быть счастливым и радоваться жизни. Посмотрите на свою жизнь со стороны и определите, что в ней нужно изменить или улучшить. Ищите хорошее в своей жизни, а не концентрируйтесь на негативных моментах. Вы увидите, что, когда вы ищете хорошее, оно появляется само собой. Так что перестаньте смотреть на все негативное и начните видеть мир через розовые очки. Бог говорит нам быть смелыми, храбрыми, мужественными и отстаивать то, что правильно, даже если это означает идти против того, что думают об этом люди. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, чтобы мы могли привести других в Его Царство. Бог говорит, что будет благоволить к нам, если мы будем слушаться Его и делать то, что Он велит. Не беспокойтесь о том, что думают или говорят о вас другие люди, потому что они просто люди, а не Бог. Слово Божье – светильник для ваших ног и свет для вашего пути. Любовь Бога к вам больше, чем ваша любовь к Нему или Его любовь к вам.
Бог хочет дать вам красоту из праха, елей радости для скорби и одежду хвалы для духа тяжести. Бог хочет дать вам новое сердце, твердый дух и просвещенный разум, чтобы вы ходили по уставам Его и соблюдали заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, чтобы вы жили и размножались. Если ты только поверишь в Меня, Господи, я буду спасен. Страх Господень – начало мудрости. Все, кто практикует и имеет хорошее понимание, напечатайте «Аминь», если вы получите это послание. Ибо Бог дал нам дух не страха, но силы и любви и воздержания. Я все могу через Христа, дающего мне силу. Верьте в себя, продолжайте двигаться вперед, вы не достигнете цели, просто сидя и желая этого. Настало время действовать и воплощать свои мечты в жизнь. Я дал вам власть, силу и способность сделать все, что вам нужно в жизни. Верьте в Меня, верьте в себя, верьте в то, что я сказал вам о вашем будущем, и верьте, что со мной нет ничего невозможного. Он не забыл вас, Он хочет, чтобы вы знали, что у Него есть план для вашей жизни, и Он полон великих свершений. Бог любит вас, заботится о вас и хочет видеть ваш успех. Если мы позволим Ему направлять нашу жизнь, мы всегда будем на правильном пути. Бог не хочет, чтобы мы жили в страхе или беспокоились о том, что может случиться в будущем. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему и верили, что все сложится наилучшим образом, если мы будем следовать Его указаниям. Если мы верим в Божью любовь и руководство, то можем быть уверены, что все происходящее будет нам во благо, даже если ситуация кажется трудной или болезненной. У Бога есть план для вашей жизни, цель для вас. Вы ценны и важны для Меня. Бог вложил в ваше сердце желание к чему-то или кому-то, Он хочет исполнить это желание через вас. Но часто мы настолько отвлекаемся на шум жизни, что уже не слышим, что Он нам говорит. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали вот что. Уединитесь в тихом месте и внимательно прислушайтесь к голосу Бога сегодня. Послушайте, как Он говорит в вашем сердце, потому что, если вы будете слушать достаточно внимательно, вы услышите, как Он говорит: «Я люблю тебя». Господи, я благодарю Тебя за этот день. Спасибо за солнце, луну и звезды, сияющие на небе. Спасибо за мою семью и друзей. Спасибо, что я жив и радуюсь этому дню. Боже, пожалуйста, направляй меня сегодня, чтобы мои слова были добрыми, а поступки – любящими. Господи, я прошу Тебя помочь мне привести мою семью, друзей и коллег к более глубоким отношениям с Тобой, чтобы они познали любовь Христа через меня. Я знаю, что вы испытываете трудности в своей жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что я рядом с вами. Я знаю, что вам трудно доверять моим словам, но, пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что я люблю вас и никогда не оставлю и не покину вас. Я знаю, что сейчас все может казаться безнадежным, но моя любовь к тебе сильнее любых препятствий на твоем пути. Нет ничего, что могло бы разлучить нас, потому что наши отношения вечны. Я создал Вселенную и все, что в ней есть. Для меня нет ничего слишком сложного или невозможного. Сегодня у Бога есть для вас послание,
Он хочет сказать то, что изменит вашу жизнь и даст вам надежду. Он хочет помочь вам изменить вашу жизнь и сделать ее лучше, чем прежде. Он хочет принести в вашу жизнь мир и счастье. Не игнорируйте то, что Бог хочет сказать вам сегодня. Слушайте внимательно и не отпускайте Его послание до тех пор, пока Он не скажет вам, что пора продолжать свой день. Не бойтесь того, что Бог говорит вам сегодня, и не будьте слишком гордыми или высокомерными, чтобы принять это. Откройте себя для того, что Он хочет вам показать. И позвольте Ему вести вас по пути Божьего послания для вас сегодня. Это день новых начинаний. Я хочу призвать вас смотреть вперед, а не оглядываться назад. Если сегодня вы сталкиваетесь с трудностями, важно не зацикливаться на них. Вместо этого посмотрите вперед, на то, что ждет вас в будущем. Я дал вам силу и возможность создать жизнь своей мечты. Сегодня новый день с новыми возможностями и новыми шансами. Не бойтесь, не волнуйтесь. У меня есть ответ на вашу проблему. Я уже начал в вас доброе дело и завершу его. Не бойтесь, не волнуйтесь. У меня есть ответ на вашу проблему. Я уже начал в вас доброе дело и завершу его. Не бойтесь, не беспокойтесь. У меня есть ответ на вашу проблему. Я уже начал в вас доброе дело и завершу его. Возможно, вы слышали старую поговорку о том, что Бог не меняется. Правда в том, что даже если Он не меняется, мы часто меняемся. Из человека, которым мы были вчера, мы превращаемся в человека, которым мы являемся сегодня, а завтра мы постоянно растем и развиваемся под влиянием нашего опыта, как хорошего, так и плохого. Мы можем думать о Боге как о духовном зеркале, которое отражает то, что находится внутри нас. Чем чище наше сердце перед Ним, тем чище будет это зеркало и тем яснее мы увидим себя в нем. И если в нашей жизни есть грех, то, как бы мы ни старались скрыть его от других или даже от самих себя, Бог позаботится о том, чтобы мы ясно увидели Его через Его Слово или через обстоятельства нашей жизни, которые заставят нас чувствовать себя настолько неловко, что мы обратимся к Нему за помощью. Для меня нет ничего слишком трудного. И если вы чувствуете уныние, депрессию или безнадежность, Бог говорит: «Я здесь для тебя, дитя мое». Не отчаивайся. Если вам кажется, что из ваших проблем нет выхода, Бог говорит: «Я здесь, чтобы помочь вам справиться с ними». И если в вашей жизни происходят какие-то испытания, Бог говорит, что у меня есть план для вашей жизни, который лучше, чем все, что вы можете себе представить. И если вы концентрируетесь на неправильных вещах в жизни и пренебрегаете тем, что действительно важно для Бога, Он хочет принести мир в ваше сердце и разум, давая вам свои слова, чтобы вы могли лучше узнать Его и понять, что Он сделал в истории человечества. Бог хочет яснее открыть вам себя сегодня, чтобы, когда на нас снова обрушатся испытания, мы не боялись, а могли с уверенностью сказать: «Мои времена в Твоих руках». Господь говорит вам сегодня: «Я Бог, создавший вас, и у меня есть цель для вашей жизни. Вы были созданы по моему образу и подобию, поэтому вы являетесь моим отражением.
Когда вы делаете то, что вам нравится, это свидетельствует о том, что я присутствую в вашей жизни. Когда вы приносите плоды моего духа, любовь, радость, мир, терпение, доброту, благость, верность и самообладание, это показывает, что я действую через вас и использую вас как инструмент перемен в этом мире. Я хочу использовать вас не только для своей славы, но и для вашего блага и блага окружающих вас людей. Если мы хотим быть теми людьми, которые принесут в этот мир исцеление и целостность, то нам нужно сначала исцелиться самим, чтобы мы могли ясно видеть, что нуждается в исцелении в других. Если мы хотим быть эффективными в любви к ближним, как к самим себе, то нам необходимо знать, сколько любви излил на нас Бог через Иисуса Христа. Я понимаю, что такое разбитое сердце. Я понимаю, что такое быть несправедливо обвиненным, нести на себе груз обвинений, которых вы не заслужили. Мне знакомо чувство отверженности и покинутости, особенно когда оно исходит от тех, кто должен был подарить тебе свою искреннюю привязанность. Я знаю, что такое чувствовать себя чужим в собственном доме, потому что все, кажется, отдалились от тебя. Я испытал на себе, как люди могут заставить тебя чувствовать себя невидимым, как будто ты не имеешь никаких прав. Я также испытал мучительную боль, которая сопровождает такую изоляцию. Если вас сейчас мучает чувство одиночества и покинутости, не теряйте надежды, ведь я сейчас рядом с вами. Помните, что вы никогда не останетесь одни, ведь я всегда рядом с вами. Сегодняшний день – это день памяти о себе. Вы любимы и глубоко почитаемы Богом. Он желает одарить вас всеми благами, которые только может предложить жизнь. Он знает ваши нужды, ваши желания и ваши мечты. Его видение простирается за пределы ваших нынешних обстоятельств. Он понимает, что нужно для того, чтобы вы обрели счастье и самореализацию. Знайте, что Бог не оставил и не покинул вас в это трудное время. Даже если вы не видите Его или не чувствуете Его присутствия, будьте уверены, что Он наблюдает за вами, заботится о вас и защищает от бед. Его желание дать вам спокойствие, утешение и свою безграничную любовь в эти трудные минуты. У Бога есть цель для вашей жизни. Хотя многие аспекты нашей жизни мы не можем контролировать или изменять, у нас есть возможность влиять на некоторые элементы, которые могут существенно изменить траекторию нашего существования. У нас есть выбор, мы можем жить в соответствии с Божьим учением. Его Слово будет служить нам путеводителем, направляя нас на путь, характеризующийся миром, радостью и довольством, если мы будем ежедневно хранить верность Ему. Поделитесь этим посланием в группе или с 3 друзьями. Помните, что Бог всегда рядом с нами. Он – наш щит, наш защитник и наш путеводный свет. Он никогда не покидает нас, даже когда мы считаем себя оставленными или покинутыми. Когда мы оказываемся в самых темных долинах жизни, Бог дает нам надежду и уверяет, что все в конце концов будет хорошо. Его любовь к вам непоколебима, даже если вы оступились или на время забыли о Нем. Его привязанность безмерна, и Его самое большое желание, чтобы вы возвращались к Нему снова и снова.